педагогов Babyland. Актуальность нашей работы заключается в том, что не все дети охвачены местом в детском саду, и мы, педагоги, решили создать педагогический патронаж. Педагогический патронаж – это новая форма взаимодействия педагога с родителями в домашних условиях. Наша работа строится поэтапно. Первый этап – сбор информации о семье в базе данных. Второй – работа над мотивацией по принятию семьи и оказываемой помощи. Третье – установка договорных отношений с семьей. Первый шаг очень важный, ведь мы идем завоевывать доверие. Главной задачей третьего этапа является научить маму самостоятельно обращаться к специалистам дошкольного учреждения. Во время занятий с детьми мы используем презентации, соответствующие материалы в зависимости от возраста ребенка. Но есть семьи, которые не могут по каким-то причинам принять у себя дома. Одной из задач нашего проекта «Педагогический патронаж» является научить маму самостоятельно обращаться к специалистам детского сада. Сейчас время информационных технологий, и абсолютно у каждого родителя есть смартфон. Мы все активные пользователи сети, и в связи с этим для дальнейшей работы решили создать странички детского сада в социальных сетях, YouTube-канал, WhatsApp, Instagram, целью которой является обмен опытом, формирование умений и навыков, создание условий для диалогов, изменение психологической атмосферы в семье. На страничках специалисты детского сада по своим направлениям размещают для родителей нужные видеоматериалы, консультации, дают советы. Такая работа дает высокую эффективность и положительные результаты. Как зовут вашего ребенка и сколько ему лет? Моего ребенка зовут Роберт, ему 2 года и 2 месяца. Как вы думаете, в дальнейшем такая работа с детьми, которые не посещают детский сад, нужна? Нужна, обязательно нужна. Это для развития ребенка очень полезное, чтобы ребенок познал мир, поэтому с удовольствием мы хотели бы посещать почаще такие мероприятия. Очень даже нужно, чтобы узнать, как ребенок это воспринимает и может ли он в первое время сразу адаптироваться в садик. Сотрудничество через информационные технологии позволяют вовлечь родителей в процесс обучения, развития, воспитания и познания собственного ребенка. Но, к сожалению, нынешняя ситуация привела к тому, что работа с семьей ведется дистанционно. Онлайн-мастер-классы по рисованию, утренние зарядки, авторские веселые логарифмы, Cebitin düğünün günühün kara bulur ırcıgınır killer bet. Kimi yığılar? Samysıp. Itırıksıt bolon söp. Tap tabakam. Tabıyar çok ulucu görüktür. Irağırdak dayak bıt ko tutaydı kohuna bu
электронные игры. Представляю электронную авторскую игру на платформе Learning App. Звуки Д и Т. Данная игра для групповых и индивидуальных занятий поможет автоматизировать произношение звуков Д, Т, научиться различать их в речи, расширить словарный запас ребенка. Игра «Звук С» в чистоговорках. Играя в пазл, ребенок учится произносить красиво чистоговорки со звуком «С». В конце игры ребенка ждет сюрприз. Игра «Чего не хватает» рассчитана на простой уровень. Например, у белки не хватает хвоста, у курицы нет ног. Эта игра является как бы завершающей игрой после того, как взрослые с ребенком выяснили части предметов и их взаимосвязи. Игра «Найди детеныша». Игра предусматривает развитие пассивного словаря. То, что ребенок сказать не может, но может показать или дать. И активного словаря. То, что он может назвать. Суть игры заключается в том, что взрослый сначала сам называет ребенка животное или птицу, показывая на картинке, а потом просит ребенка показать или подать, а если у ребенка речь началась, то и назвать. Как она говорит? А смотри, той мама свинка. А это поросенок, ребенок. Маленькая хрюшка, да? А это он такой его мама. Да. Смотри, это кто? Курица. Как она говорит? Кока. Сотрудничество через информационные технологии позволяют вовлечь родителей в процесс обучения, развития, воспитания и познания собственного ребенка. Таким образом, педагогический патронаж является важным направлением деятельности детского учреждения, посредством которого педагоги оказывают помощь социальную и педагогическую адаптацию детям, не получающим дошкольное образование, и их семьям в вопросах воспитания, обучения и развития. У нас за плечами есть победы на различных конкурсах, с которыми мы успешно справлялись и занимали призовые места. Хочется поделиться нашими общими достижениями. Диплом за лучший проект на педагогический дебют 2018. Диплом за высокое мастерство на фестивале молодых педагогов «Ступеньки роста» в 2019 году. Лучшая презентация опыта работы в чат-конференции на республиканском январском совещании работников образования «Виртуальное взаимодействие в рамках КМЦ». Участники сетевого инновационного объединения федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» от городского округа город Якутск в 2020 году. Диплом за лучшие выступления на 55-х городских педагогических чтениях города Якутска «Пути повышения качества образования» по проекту «Сетевое образовательное пространство «Калейдоскоп», посвященный столетнему юбилею дошкольного образования. Таким образом, сегодня с уверенностью могу сказать, что правильно выбрала свой инновационный проект «Педагогический патронаж». Следующим шагом и достижением будет накопление педагогического опыта различных эффективных инновационных методик.